Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Обращение к нации. Второй раз за неделю президент Казахстана Нурсултан Назарбаев неожиданно выступил с речью. Уважаемые казахстанцы, завтра будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Хочу оговориться, президент может, согласно закону, изложить послание устно или письменно. Америка против. Сотни тысяч людей протестуют против нового закона Дональда Трампа о запрете на въезд в США гражданам 7 государств с преимущественно мусульманским населением. Мы хотим сказать людям, что американское общество принимает всех. Это страна, которую построили мигранты. То, что делает Трамп, это не по-американски. Пристегните ремни. Российские и таджикские авиационные власти пришли к компромиссу. Полеты, связывающие крупные города двух стран, будут возобновлены. Чувствовалось со стороны российских партнеров мощнейший прессинг. Расправить крылья. В Алма-Ате открылась Всемирная универсиада 2017. Спортсмены приехали, снег завезли, соревнования начались. Дух всей нашей молодежи и нации! Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь обратился к нации. Как сообщила пресс-служба президента за несколько часов до его выступления, глава государства сделает специальное заявление. Это второе выступление Назарбаева за последнюю неделю. В прошлый раз казахстанский лидер говорил о перераспределении полномочий между ветвями казахстанской власти. У нас на связи наш корреспондент в Астане Айнур Коскина. Айнур, здравствуйте. Что сообщил своим гражданам Назарбаев на этот раз? Добрый вечер, Динара. В этом году Нурсултан Назарбаев решил обратиться к народу Казахстана в несколько ином формате. Ежегодно он оглашал свое обращение в присутствии депутатов двух палат парламента, членов правительства и Ассамблеи народа Казахстана. В этом же году послание будет просто опубликовано в государственных СМИ. Об этом он сегодня сказал в ходе телеобращения. Уважаемые казахстанцы, завтра будет опубликовано мое ежегодное послание народу Казахстана. Хочу оговориться, президент может, согласно закону, изложить послание устно или письменно. В этом году я избрал второй способ. В нем изложено видение дальнейшего развития страны на новом этапе. Главной темой послания 2017 года станет третья модернизация Казахстана. И президент подчеркнул главную роль в этом процессе членов правительства. Динара? Спасибо, Айнур. Американский президент Дональд Трамп ввел мораторий на въезд в США гражданам 7 государств. Это Иран, Ирак, Ливия, Судан, Сомали, Сирия и Йемен. А также заморозил программу приема беженцев из других стран. Несмотря на то, что запрет временный, он сразу же вызвал массовые протесты в нескольких крупных городах страны и критику со стороны правозащитных организаций и ООН. Сам Трамп заявил, что речь идет не о религиозной дискриминации, а о борьбе с террором и о безопасности Соединенных Штатов. Что именно подразумевает указ Дональда Трампа, в репортаже Шахиды Якуб. Смятение, непонимание и протесты охватили аэропорты и порты США, которые стали принимать пассажиров, прилетающих из стран, упомянутых в указе президента Трампа. Прибывших беженцев, которые прошли систему проверок и получили статус США, люди с действительно американской визой, лица с двойным гражданством, это не касается тех, кто является гражданами США, даже держатели грин-карт. Многим из них был запрещен въезд в Соединенные Штаты. Сразу после подписания указа по многим городам Америки начались протесты. Мы хотим сказать людям, что американское общество принимает всех. Это страна, которую построили мигранты. То, что делает Трамп, это не по-американски. Итак, какие же меры предлагает ввести президент США для того, чтобы обезопасить страну от терроризма? В документе 8 страниц. Это перечень шагов, которые президент хочет предпринять для приостановки выдачи виз лицам, проживающим в Йемене, Судане, Сомалии, Сирии, Иране, Ираке и Ливии.
Первое. Прекращает всю систему приема беженцев на 120 дней. То есть получить статус беженца в США и так очень сложно. Этот процесс занимает от 18 до 24 месяцев и предполагает систему тщательной проверки каждого члена семьи, включая многочисленные собеседования сразу нескольких федеральных агентств, занимающихся миграцией. Президент Трамп хочет еще более ужесточить эту систему, но пока непонятно как. Те беженцы, которые уже получили одобрение и ждали скорейшего перемещения в США, это и сирийцы, и иракцы, и иранцы и так далее, сейчас остались в ситуации лимбо, и непонятно, что с ними будет дальше. Второй пункт. Программа по приему сирийских беженцев приостановлена на неопределенный срок. Следует отметить, что в прошлом году США приняли около 12,5 тысяч беженцев из Сирии, тогда как Германия приняла 300 тысяч. С начала сирийской войны Турция приняла 2,5 миллиона сирийцев, Иордания 650 тысяч, Ливан более миллиона. Иран, Ирак, Сомалия, Судан, Сирия, Ливан и Йемен. Гражданам этих стран въезд запрещен в США на 90 дней. Тут возникают проблемы. Что делать тем, у кого уже есть американская виза, или те, кто работает в США? Граждане запрещенных стран, у которых двойное гражданство, также не смогут въезжать в США в течение следующих 90 дней. Многие иранцы, суданцы, сомалийцы являются держателями, например, британских или французских паспортов. И сейчас непонятно, как власти США будут выявлять их на предмет двойного гражданства и что с ними делать. Приоритет тем, кто принадлежит к религиозным меньшинствам. Запрет Трампа делает исключение для представителей религиозных меньшинств из стран Ближнего Востока. Это позволит Белому дому принимать христиан из стран Ближнего Востока. Это исключение стало поводом для того, чтобы указ Трампа назвали антимусульманским. Дональд Трамп это отрицает. Это не запрет на въезд мусульман. Мы были полностью готовы к этому. Все прекрасно работает. Вы видите сами, как сработали аэропорты. Это будет строгий запрет. Мы ведем систему тщательных проверок. То, что нужно было сделать в этой стране много лет назад. Спасибо. На самом деле, как пишет британская газета «Гардиан», с 2001 года США приняли около 400 тысяч беженцев-христиан и 279 тысяч мусульман. 7 стран, упомянутых в проекте указа, являются одними из беднейших стран мира, где постоянно идут войны. В проекте указа ничего не говорится о гражданах Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана и Египта, то есть стран, в которых родились исполнители терактов 11 сентября 2001 года. В то же время в Конгрессе США растет недовольство указом президента. Сразу несколько конгрессменов-демократов раскритиковали как сам указ, так и методы его исполнения. А сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм в совместном заявлении выразили опасения, что данный указ только навредит борьбе с терроризмом, нежели поможет с ним бороться. В это время в некоторых крупных американских аэропортах работают адвокаты, которые оказывают юридическую помощь тем, кого задержали на въезде в США после вступления в действие указа Дональда Трампа. Это кадры из твиттер-аккаунта журналиста из Чикаго Стаси Клэр, которая провела несколько часов в аэропорту О'Хара в Чикаго и наблюдала за работой юристов. В аэропорту было задержано 14 человек, многие из которых удалось освободить благодаря работе адвокатов. Кстати, работают адвокаты бесплатно. Силиконовая долина резко отреагировала на указ Трампа. Дело в том, что в этих компаниях работают тысячи сотрудников, часть из которых являются гражданами тех или иных арабских и азиатских стран. В то же время решение Дональда Трампа подверглось критике как в странах, граждан которых касается подписанный президентом указ, так и со стороны некоторых ближайших союзников США. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не согласна с ужесточением иммиграционных правил и будет требовать от США принять меры, если постановление коснется граждан Великобритании. По заявлению представителя канцлера ФРГ Ангелы Меркель убеждена, что борьба с терроризмом не оправдывает помещение под подозрение людей только на основании их происхождения или вероисповедания. А премьер-министр Канады Жастин Трудо написал в Твиттере, что канадцы рады дать приют тем, кто спасается от преследований, террора и войны, вне зависимости от их вероисповедания. Россия и Таджикистан договорились о возобновлении авиарейсов между своими странами. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Таджикистана Шерали Гарджалзода. Договоренности были достигнуты в ходе заседания межправительственной комиссии. Напомним, в конце прошлого года официальный Душанбе отказал Москве в полетах российской авиакомпании «Ямал» из подмосковного аэропорта Жуковский в города Таджикистана. В ответ Россия запретила полеты таджикскому авиаперевозчику «Сомон Эйр» в российские регионы. У нас на связи наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Как удалось разрешить противоречия и о чем конкретно договорились Россия и Таджикистан?
Здравствуйте, Динара. Власти России сняли эмбарго на выполнение рейсов таджикского перевозчика Самон Эйр из 4 городов своей страны. Эта договоренность была достигнута в ходе переговоров первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова и премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода. Рейсы открыты с 3 февраля, но на их возобновление нужно время, поэтому Самон Эйр планирует открыть полеты только 10 февраля. Продажу мы открыли на Краснодар у нас 12 числа, на Оренбург у нас с 10 числа уже 7 человек уже продано, 7 пассажиров. На Красноярск с 11 числа мы будем, и на Иркутск у нас 13 февраля уже продажа идет, уже мы начали планировать данный рейс. По словам представителей авиакомпании Таджикистана, во время переговоров было достигнуто соглашение, что Россия прекратит политику запретов на выполнение каких-либо рейсов, то есть фактически шантаж, который они практиковали весь ноябрь и декабрь прошлого года. Ведь Министерство транспорта, как госструктура, не должно лоббировать интересы коммерческой компании, в данном случае авиаперевозчика «Ямал». В части авиации я скажу, что 2 дня, то, что мы рабочими группами провели переговоры, она была плодотворная. Будем говорить, как в протоколе написано, прошла в дружеской, теплой обстановке, хотя чувствовалось со стороны российских партнеров мощнейший прессинг. Считаю, что это не по-партнерски, не по-дружески, потому что если приходит к нам представитель Министерства транспорта и начинает коммерческие права других компаний обсуждать или проталкивать, я считаю, что это неправильно. В ходе переговоров таджикская сторона пошла на уступки. Авиаперевозчику «Ямал», чьи интересы так рьяно продвигали авиавласти России, разрешили с конца марта этого года совершать рейсы в Душанбе из ставшего камнем преткновения в вопросах авиасообщения между 2 государствами подмосковного аэропорта Жуковский, но только в случае достаточного пассажиропотока. Вся перевозка осуществляется только в том случае, когда в этом направлении будет достаточно пассажиропотока, и, естественно, значит, авиапредприятие получит какую-то выгоду. Необходимо создать такое условие для того, чтобы прежде всего нашим гражданам, которые используют эти маршруты, было обеспечено достаточно комфортные условия и пребывания, и подъезда к аэропорту. Таджикистан ожидает в ближайшее время, что наконец-то возобновится авиасообщение еще и с Узбекистаном, прерванное в 1992 году. Международный аэропорт Душанбе сообщает, что начал продавать билеты на 10 февраля. Январь-февраль считается у таджикских авиаперевозчиков мертвым сезоном, поэтому компания Самон Эйр начнет полеты из аэропорта Жуковский только в конце марта, как и российская авиакомпания «Ямал». Динара. Спасибо, Анну Шервон. Бывший соратник казахстанского оппозиционера Мухтара Аблязова заявил, что, цитата, его подставили и использовали. Так охарактеризовал свое сотрудничество с оппозиционным политиком бывший заместитель председателя правления БТА банка Жаксылык Жаримбетов. В середине января он был задержан в Стамбульском аэропорту по поддельному паспорту и депортирован в Казахстан. На пресс-конференции, которая состоялась в Астане, Жаримбетов сообщил, что никакой политики здесь нет. Его статус – подозреваемый в хищениях БТА банка. Напомню, Мухтар Аблязов являлся владельцем БТА банка. Казахстанские власти обвиняют его в хищении более 6 миллиардов долларов. Подробнее Айнур Коскина. Казахстанский политический беженец и бывший подчиненный Мухтара Аблязова Жаксылык Жаримбетов сделал громкое заявление. В деле БТА банка нет никакой политической подоплеки. Экс-банкир, получивший статус политического беженца в Великобритании, был задержан в Турции и экстрадирован на родину. По заверению Жаримбетова, давление со стороны следственных органов не оказывалось, а после заключения сделки подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Хочу сказать, чтобы никакой политики здесь нету. И мой статус до сих пор является подозреваемым в большом деле, которое хищение из БТА, вы знаете об этом, которое 8 лет уже длится. И естественно, дальнейшая судьба и дальнейшую точку в этом деле поставит суд. Естественно, какое решение она примет, значит, это решение я собираюсь достойно принять. Вот, конечно, некоторые люди, в том числе вот Аблязов, и пытаются с этого какие-то дивиденды заиметь, какие-то вбросы в СМИ делать, но я считаю, что это абсолютно неприемлемо.
В политэмиграции Жеримбетов провел 8 лет. Первые 3 года он общался с Мухтаром Аблязовым, который помогал ему обосноваться в Англии. Почему он решил именно сейчас сдаться казахстанским властям, Жеримбетов ответил просто: звезды так сложились. Звезды так сложились. Если бы меня не задержали бы там, в Турции, может, я еще ходил бы где-то, боялся бы. Элементарно человеческая вот боязнь, да? Мы же не знаем, нас там говорят, что здесь чуть ли не людей не режут, там, не знаю, там, пытают, прочие вещи делают. Конечно, мы боялись, и, естественно, я тоже боялся. И, ну, понятно, определенное влияние на это оказывал сам Аблязов. Ему не было выгодно, чтобы я сюда приехал. Громкие заявления супруги в соцсетях Жеримбетов оправдал давлением со стороны фонда «Открытый диалог» и самого Аблязова. Он также пояснил, что Ахмарал Жеримбетова более суток не могла выйти на связь с мужем и была напугана. Сейчас она вместе с 6 детьми находится в Дубае. Жеримбетов попросил правоохранительные органы Казахстана обеспечить безопасность ему и его семье. Я считаю, что корнем очень сильно привязан в своей стране. Вот, но... На мой взгляд, господин Аблязов не привязан, потому что, на мой взгляд, он космополит, знаете, такое ощущение. Если он что-то делает, я думаю, он делал, исходя из того, что какие-то личные интересы преследовал, понимаете, и в том числе банк, и сотрудники, и менеджеры, которые на него работали, мне кажется, были инструментами. И если человек одержим властью, я что могу по этому поводу сделать? Значит, он так считает, он считает, что его такая позиция. Но я никогда политикой не занимался. И считаю, что мое дело, оно абсолютно не политизировано. Подозреваемый Жеримбетов проходит по делу о хищениях топ-менеджмента БТА банка. По версии следствия, организатором преступной группы из 8 человек стал Мухтар Аблязов. Им инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, среди которых присвоение и растрата чужого имущества, мошенничество и организация преступного сообщества. Экс-глава правления БТА банка Мухтар Аблязов также 8 лет находится за пределами Казахстана. В 2013 году он был арестован во Франции, провел во французской тюрьме больше 3 лет. Был освобожден в декабре прошлого года. Выдачи Аблязова добивались Казахстан, Россия и Украина. Но Госсовет Франции отменил уже принятое правительством решение о выдаче экс-банкира России, сославшись на то, что его преследуют по политическим мотивам. Айнур Коскина, Ганизат Оспанов. Настоящее время. Далее в программе. Расправить крылья. В Алма-Ате открылась Всемирная универсиада 2017. Спортсмены приехали, снег завезли, соревнования начались. Дух всей нашей молодежи и нации! Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение на мечеть террористической атакой на мусульман. Напомню, в воскресенье во время вечерней молитвы в городе Квебек в одной из мечетей раздались выстрелы. 6 человек погибло, 8 ранены. Эти данные подтвердила полиция, представитель которой заявил, что нападение расследуется как террористическая атака. Двое подозреваемых были арестованы. Один на месте преступления, второй на шоссе. Очевидец сообщил агентству Рейтер, что несколько человек ворвались в мечеть и открыли огонь. Стреляли по людям, которые молились. В мечети находились около 40 человек. Полиция оцепила территорию по периметру здания, не пожелав сообщить журналистам каких-либо подробностей. Как пишут журналисты Рейтер, вспышки исламофобии участились в Квебеке на фоне дискуссии о запрете ношения никаба мусульманками. В прошлом июне неизвестные оставили у дверей этой же мечети упакованную как подарок отрезанную свиную голову с надписью «Приятного аппетита». Служащие мечети назвали тогда эту выходку актом ненависти. В Алма-Ате стартовала 28-я Всемирная зимняя универсиада. Она стала самой многочисленной за всю историю проведения этих соревнований. В них принимают участие около 2000 спортсменов из 57 стран. Как заявили алматинские власти, несмотря на то, что бюджет на подготовку универсиады был сокращен, на качестве подготовки к играм это не отразилось. Единственное, чего не хватило, так это снега. Его в южную столицу Казахстана пришлось завозить дополнительно. Как началась универсиада? В репортаже Дмитрия Белякова. Новый ледовый дворец Алматы-Арена вмещает в себя 12 тысяч зрителей.
Алматинцев не смутила цена билетов на открытие универсиады – почти $50 США, и площадка заполнилась до отказа. По словам организаторов, в торжественном шоу приняли участие более 1500 артистов. Открыли празднество культурно-исторической частью. По арене прошлись настоящие народные богатыри, призеры ежегодного турнира по традиционной борьбе «Казакша-Курес». Наездники показали чудеса джигитовки, а зрителей угостили традиционными конфетами и сладостями. После получасовой театрализованной постановки состоялся торжественный вынос государственного знамени. По ледовой арене прошли делегации из 57 стран. Некоторые страны, такие как США, Канада, Япония, Китай и Россия, представлены более чем сотней атлетов. Честь Казахстана на играх будут защищать 175 спортсменов во всех 12 видах спорта. Зал встретил свою сборную овациями. Открывая соревнования, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Алма-Ата была выбрана хозяйкой игр не случайно. В этом городе находится треть всех вузов Казахстана и обучается более 130 тысяч студентов. И даже теплая алматинская зима универсиаде не помеха. Недавно зарубежные эксперты меня спросили, ведь Алматы находится на юге, зимой, если не будет снега, что будете делать? Я спокойно сказал, привезем из Астаны. Слава богу, снега в Алмате сейчас хватает. По всей видимости, городские коммунальные службы не разделяют эту точку зрения, потому что снег в Алма-Ату действительно завозят. Накануне открытия универсиады алматинцы делились в социальных сетях фото и видео того, как коммунальщики разбрасывают на центральных улицах города снег. После шествия спортсменов началась основная шоу-программа, в которой приняли участие звезды казахстанской оперы и эстрады. Особый упор был сделан на многонациональную составляющую Казахстана. Танцевальные коллективы продемонстрировали танцы народов, проживающих в республике. Шоу длилось более 2,5 часов. Зрители остались довольны. Понравилось, очень даже. Ой, так мы так довольны, вообще молодцы. Шаг в будущее, я не знаю, это очень прекрасно, когда у нас есть такие замечательные праздники. Вообще чудесно. Класс. Что вам понравилось? Все обалденно. Классно. Обалденно, да. Вся организация. Всем желаю удачи. Все хорошо выступили. Понравилось. Дух всей нашей молодежи и нации. 28-я Всемирная зимняя универсиада продлится до 8 февраля. В 12 дисциплинах будет разыграно 85 комплектов медалей, за которые поборются почти 2000 спортсменов. А поболеть за своих атлетов в Алма-Ату уже приехали около 30 тысяч иностранных гостей. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгар. Настоящее время. Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.